Квартиру. Гаврил, привет. Ну, во-первых, поздравляю вас. 5 месяцев, я думаю, сейчас все-таки определенная такая передышка у вас наступает. Поздравляю. Как шли к победе? Здравствуйте. Победа, несомненно, была очень нужной в такое время и для, как я ранее говорил, для того класса людей, для которых я старался это сделать. Это для диализных пациентов нашего города Якутска. 5 этапов проходили по битве блогеров и, соответственно, несмотря на свое здоровье, которое иногда подшаливало, я все-таки успевал сделать какие-то очень даже трудные задания и прошел финал вместе с 5 участниками. И в итоге вот голосование определило победителя. И то, что, наверное, можно сказать, что люди увидели потенциал в моем движении и признали мое, скажем, превосходство, да, вот, в этом деле. Ну, к проблемам гемодиализников, которые прибывают из улусов республики, мы вернемся чуть позже. Сейчас давайте обсудим проект. Вот, «Битва блогеров». На самом деле, когда проект сам по себе зарождался, когда о нем начали говорить, было немного непонятно. Вот вы прошли все этапы. Сегодня можно сказать, что подобный продукт нужен городу Якутску? Да, я изначально говорил, что это как бы мотивирующая сторона проекта. Вот, ну, если говорить обычными словами, поставили приз, собрали массу людей, которые должны были заниматься добрыми делами. И для города эта перспектива очень хорошо в развитии отразилась. То, что мы делали какие-то социальные акции, какие-то дела, которые, соответственно, шли на пользу нашему любимому городу. И немаловажно, это отношение людей поменялось. У некоторых это в корне произошло, некоторым предстоит это еще понять. То, что мы сделали, то, что происходит. В принципе, One Click Якутск пионеры в этом деле. Сейчас были задействованы все силы и по всей России. Мы, вот, можно сказать, по всей России, да, вот, во все города буквально звонили, обращались за помощью. И навели немало шороху, можно сказать. И все узнавали, как так или иначе мы проблемы рассказывали, доводили до людей, что есть такой социальный проект, который занимается именно проблемами города, акциями, так как год добровольчества и волонтерства. Соответственно, человек, который пришел в проект, он должен показать именно отношение к социуму, что он может сделать от себя путем вот такого вот ведения дела. Получается, вот задание мы выполняем, соответственно, это польза для города. Ну, судя по вашему заявлению, которое вы сделали еще до объявления итогов голосования, о том, что если вы вдруг станете победителем проекта, то квартиру будете передавать, ну, не передавать, а использовать в виде, так скажем, хостела, может быть, или гостиницы, да, или квартиры для тех, кто будет прибывать из улусов на гемодиализные процедуры в город Якутск. Вообще, насколько проблема остро стоит в республике? Насколько я знаю, там какая-то часть финансирования идет из бюджета республики на подобные мероприятия. Да, с Министерством труда. Министерство труда обеспечивает материально, но, соответственно, вот, жалобы, которые поступают от диализных пациентов, это нехватка этих денежных средств на приобретение в аренду квартиры именно надлежащего вида. Инвалид первой группы, который нуждается именно в благоустроенной квартире, чтобы прийти домой после процедуры и получить облегчение для здоровья путем того, что помыться, постирать вещи, соответствующие какие-то условия определенные должны быть. Вот эта помощь, она есть, мы от нее как бы, мы не говорим, что ее нету. Но вот этим самым шагом, то, что я говорю, квартиру, да, вот, выигранную квартиру отдаю на благотворительность. Есть такая организация «Пациенты гемодиализа», где председателем стоит во главе Дмитрий Стручков. Он сам диализник уже более 10 лет, свыше 10 лет, и поэтому он знает тоже, он сторожил нашего вот диализного. Знает проблему изнутри. Поэтому, да, знает проблемы изнутри, поэтому думаю, что мы все вот в активе сможем это сделать, чтобы правительство обратило на нас внимание и, соответственно, вот, помогло нам с постройкой этого дома. Есть какие-то цифры, вот сколько людей, ну, например, в месяц проходят вот подобную процедуру в Якутске, приезжая из улусов? Ну,
По статистике, если эта цифра верна, она периодически меняется, потому что с момента того, как я заболел, 2013 год, эта прогрессия выросла в разы. Сейчас около 500 человек диализных пациентов, из них половина – это приезжие из района, которые нуждаются, соответственно, в улучшении. Они живут у своих родственников, они живут на съемных квартирах. Соответственно, это доставляет некоторые неудобства в плане нехватки материальных средств на те или иные какие-то условия жизни, соответственно. Вот. Мы всячески пытаемся помогать, информировать о том, что людям, соответственно, требуется помощь. И будучи сам испытавшим вот эти все тягости жизни, очень тяготею к тому, чтобы помочь таким пациентам, дабы они избежали вот каких-то трудностей именно во время пребывания вот на таком диагнозе. Я сам трансплантировался в прошлом году, у меня новая почка, и более-менее сейчас жизнь вошла в русло, можно сказать, наполовину, как у здорового человека. Вот. И более-менее у меня энергичность появилась, активность появилась. Но я все-таки, да, конечно, скажу, что это меня никоим образом не делает наравне со всеми здоровыми. Также являюсь инвалидом первой группы, и по жизни, всю жизнь мне предстоит находиться на таблетках, на лекарственных. Вот, смотрите, мы все-таки говорим про проблему в таком глобальном, да, то, что вы проявили такую инициативу, ну, это хорошо, это замечательно, это частный случай, небольшая часть всего лишь решения. Какие пути еще вы видите? Ну, может быть, я не знаю, создание центров по группам районов республики, будь то Вилюйская, Заречные, чтобы насколько это нужно и возможно? Мы сейчас берем проблему, например, диализных пациентов, да, но вообще, если так говорить, то около 50 тысяч по республике Саха-Якутия, инвалидов, в частности, да, нашей Якутии. В Республиканском обществе инвалидов, где я работаю, есть такая проблема, что люди обращаются постоянно за именно этой проблемой, нехваткой жилья. Вот. Есть дом на Пушкина, 31. У нас этот дом построился еще при правлении Егора Афанасьевича Борисова. И сейчас при новой власти хотелось бы именно принятие вот такого вот решения, чтобы построить еще такой дом, потому что острая нехватка жилья, она влияет на степень вот, заболеваемости, степень какого-то нормального существования больного человека. Мы все пытаемся об этом как-то говорить более-менее, да, но вот если сейчас вот появилась у меня такая возможность громко заявить об этом, да, в связи с победой моей на битве блогеров, я хочу сказать, что вот эта тема острая, она будет развиваться, и мы попытаемся в диалоге с нашим правительством, в сотрудничестве решить эту проблему. Я очень надеюсь, что эта проблема будет решена тем или иным образом, но только в положительном русле. Ну, вы, наверное, все-таки свой гражданский долг выполнили, но не могу не спросить, сегодня сходили, проголосовали? Сегодня, да, как, соответственно, и все граждане по своему разуму, по своему убеждению, что обязательно нужно проголосовать. Я сходил, проголосовал, внес свой вклад в общественное развитие нашей республики, нашего города Якутска и, соответственно, в жизнь нашей страны. Спасибо большое. Я еще раз поздравляю вас с победой. Спасибо На самом большое. деле это большой успех, которого, я думаю, ждали не только вы, но и те, кто вместе с вами сопереживал, и те, кто нуждается в подобной помощи, которую вы готовы в дальнейшем оказать. Но я еще раз напомню, что гость нашей студии был победитель проекта «Битва блогеров» Гаврил Чемаханов. Спасибо.